Добрый вечер. 18 декабря, 660-й день аннексии Крыма. Время новостей. Страна готова к отмене виз. Таким стал вывод Европейской комиссии, которая проверяла Украину на выполнение требований плана действия визовой либерализации. В документе подчеркивается, что предоставление безвизового режима стало возможным из-за особых политических отношений Киева и Брюсселя. Еврокомиссия в начале 2016-го подаст в Совет ЕС предложение об отмене виз. После этого украинцам для въезда во все страны Евросоюза визы будут не нужны, кроме Великобритании и Ирландии. Україна виконала критерії плану дій з лібералізації візового режиму. Дорогі друзі, цього рішення Україна чекала 7 років. Я стояв на початку цього процесу. І я думаю, що всі ми розуміємо, наскільки це важливо для України, важливо для українців. Це перший відчутний результат нашої співпраці з Євросоюзом. І дуже сподіваюся, що внаслідок цих консультацій Європейська комісія буде готова внести на розгляд Ради Європейського Союзу та Європейського парламенту законодавчу ініціативу про скасування візового режиму з Україною в першій половині 2016 року. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров провели встречу с президентом и премьер-министром Турции. Встреча с главой турецкого государства Реджепом Таyyипом Эрдоганом длилась около 40 минут без телекамер. Затем она продолжилась за ужином, где были и некоторые министры правительства. Лидеры крымских татар говорили о репрессиях против крымских татар и о деоккупации Крыма. Встреча с премьер-министром Ахметом Давутоглу прошла на борту правительственного самолета. До встречи с турецкими лидерами Джемилев с Чубаровым посетили общество крымских татар Конии и рассказали о целях своего визита. Турция и Израиль хотят восстановить ухудшившиеся 5 лет назад отношения. В мае 2010-го израильские военные штурмовали судно «Мави Мармара» с гуманитарным грузом для сектора Газа. Тогда погибло 9 граждан Турции и еще один скончался от полученных травм. На секретных переговорах в Швейцарии страны достигли согласия. Израиль выплатит $20 миллионов семьям погибших и раненых, а Турция больше не будет преследовать израильских военных, участвовавших в захвате. Обе страны также вернут послов, которых отозвали после скандала. Договоренности пока не подписаны, но уже обсуждается строительство газопровода из Израиля в Турцию и совместная разработка газовых месторождений в Средиземном море. Крымским татарам из-за преследования грозит опасность исчезновения. По мнению члена Меджлиса крымско-татарского народа Резы Шевкиева, репрессии в отношении крымских татар со стороны оккупационных властей могут привести к уничтожению этноса. А энергетическая и продовольственная блокада полуострова – естественная реакция и способ повлиять на ситуацию. Сегодня самое страшное, что существует угроза нашему народу. Поэтому вся борьба наша, и в том числе Меджлиса крымско-татарского народа, национальное движение, направлено на то, чтобы облегчить участь народа. И эти энергетические продуктовые блокады Крыма направлены на то, чтобы вынудить оккупационные власти смягчить отношение к нашему народу, чтобы отпустили они наших политзаключенных, прекратили преследование и чтобы допустили мониторинг со стран Европейского Содружества, чтобы для соблюдения прав человека в целом в Крыму. Обнародовали список продуктов, разрешенных к ввозу в Крым. В перечень так называемых социальных товаров, на которые не распространяется запрет правительства, входит мука, несколько видов хлеба, крупы, все виды мяса, масла, сахар, яйца, молоко, сливочное масло и сыр. То есть ключевые продукты можно провозить и дальше. Ранее Кабмин принял постановление об ограничении поставок отдельных товаров, работ и услуг с временно оккупированной территории на другую территорию Украины или другой территории Украины на временно оккупированную территорию, включающий запрет поставок товаров и услуг в Крым.
Обесточены почти 70 домов в поселке Молодежное Симферопольского района. Как сообщается на сайте российской администрации Крыма, причина повреждения трансформатора на линии электропередач. Света нет с утра. Аварийная бригада на месте. Однако проблему решат не раньше 9 вечера. В четверг без электричества остались жители сел Краснолесье под Симферополем и Новокленовка в Белогорском районе. Проблемы со светом начались 22 ноября после подрыва электроопор в Херсонской области. Санатории на южном побережье Крыма просят крымскую власть гарантировать наличие электричества на Новый год. 8 санаториев продали путевки. Люди заедут в конце декабря. Ранее, 1 декабря, санатории Крыма прекратили прием отдыхающих из-за чрезвычайной ситуации на полуострове. Несмотря на обещания российской администрации Крыма, движение троллейбуса Симферополь-Ялта не восстановлено. Начальник штаба ликвидации чрезвычайной ситуации Сергей Шахов считает запуск троллейбуса неуместным. Говорит, ради 2 людей троллейбус не пустят. В Крымэнерго сообщили, нет технической возможности. Троллейбусный маршрут Симферополь-Ялта не работает с 22 ноября, когда взорвали опоры электропередач в Херсонской области. Севастополь пожалуется на Крымэнерго в Москву. Такое заявление сделал директор департамента российской администрации городского хозяйства Олег Казурин. Он обвиняет Крымэнерго в недопоставках городу электроэнергии. Сейчас лимит потребления Севастополя 185 мегаватт. Российская администрация города отмечает, нужно еще 25. Если лимиты не поднимут до 210 мегаватт, намереваются жаловаться в Москву. В 2015 году Крым так и не получил ни копейки из 15 миллиардов рублей, предусмотренных федеральной целевой программой развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. И ни один из 174 требующих финансирования объектов не утвержден Минэкономразвития. Об этом заявил Сергей Аксенов на круглом столе «Крым и вызовы для России», который проходит сегодня в Москве. Сегодня уже декабрь, и на сегодня еще ни одной копейки, при том, что 3 раза согласовывались планы, графики, наименования мероприятий и нашими должностными лицами, и всеми без исключения федеральными, включая согласование всех просьб федеральных министерств. До 15 июня мы график и согласовали, и провели постановление правительства по этому поводу. Процесс не двигается с мертвой точки, к сожалению. Наверное, все-таки сама структура принятия решений в этой ситуации должна как-то измениться, иначе мы так вообще никогда ничего не построим. В Саках авария на теплотрассе оставила без тепла 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба Крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций России. На месте аварии работают 11 аварийщиков и 3 единицы техники. О сроках восстановления подачи тепла в жилые дома пока неизвестно. В Сакском районе помпезно презентовали детскую площадку. Открытие прошло на окраине села Листовое с лозунгом «Все лучшее детям». На мероприятие приехал председатель районного совета российской администрации Николай Рассоловский. Звучала музыка и громкие речи чиновников. Организаторы одновременно провели и политическую агитацию. Детям раздали флажки и шарики с логотипом правящей партии «Единая Россия». В общежитии Севастополя произошел пожар. 7 человек спасли. 1 находится в больнице с отравлением. Большинство жителей вышли на улицу самостоятельно, но несколько человек оказались заблокированными в своих комнатах. В управлении МЧС утверждают, что пожар ликвидирован. В комнате, где произошло возгорание, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Новогодний стол обойдется крымчанам в 6 тысяч рублей, прогнозируют российские статистики. По сравнению с прошлым годом праздничная корзина подорожает на треть. Так резко цены не взлетали уже много лет, отметили в Государственной службе статистики России. Однако эта сумма вызывает сомнения у крымчан. В прошлом году на новогодний стол они потратили не менее 8 тысяч рублей. Продавцы подтверждают, что в 6 тысяч уложиться будет тяжело. Особенно придется сэкономить на фруктах. Они перед праздниками дорожают вдвое. Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить расправу над Савченко и другими гражданами Украины, которые незаконно удерживаются на территории России, а также призывает выступить в защиту узников международное сообщество.
Вчера Донецкий суд Ростовской области продлил арест украинской летчицы до 16 апреля 2016 года. Савченко снова отказалась от еды, а после приговора планирует объявить сухую голодовку, требуя освобождения. Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве 2 сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты и после принудительно переправили в Российскую Федерацию. Погиб глава Аксарайского филиала Общества культуры и взаимопомощи крымских татар в Турции Месут Ириш. Он попал в автокатастрофу, которая произошла вчера вечером. Похороны состоялись сегодня после джума намаза. В России Владимир Подрезов освобожден в зале суда. Его судили за помощь руферу «Мустангу» в раскраске звезды на одном из зданий российской столицы. Московский суд изменил заключение на условный срок. По делу руферов проходили 5 человек. Владимир Подрезов частично признал свою вину, заявив, что провел на крышу здания киевского руфера «Мустанга», который раскрасил звезду в сине-желтые цвета и повесил украинский флаг. Однако, по словам Владимира, он не знал о намерениях «Мустанга». Мустанг повесил в одиночку, то есть то, что он сделал за 15 минут, в принципе, то да, так и было. То есть, когда я узнал, что он собирается сделать, я сказал, что если он хочет сделать, он может это сделать, но я к нему не буду помогать ему с этим. Каждый человек сам решает, что ему делать. Каждый сам должен нести ответственность за свои поступки, а не другие люди, которые просто ловят на улице и пытаются сделать из них соучастников преступлений. Они ни при чем. С самого начала было понятно, что они ни при чем, но следствие целый год просто держал под домашним. Если через неделю было просто ясно, что эти люди оказались там случайно. Плюс следствие не то, что их держало, то есть она пыталась найти какие-то либо доказательства или сфабриковать их с целью привлечения заведомо невиновных людей к уголовной ответственности. На этом пока все. Хороших выходных. Оставайтесь с нами.